Лихорадка, отказ от корма, судороги, скручивание шеи, поддергивание головы, одышка, нарушение координации. Если вы заметили эти симптомы у домашней птицы, то, скорее всего, ваших пернатых поразила болезнь Ньюкасла. Она известна также под названиями вертячка, псевдочума или азиатская чума. По словам специалистов Государственной ветеринарной службы Абхазии, заболевание распространено во всем мире. В этом году по всей республике зафиксирована высокая смертность от Ньюкасла среди домашней птицы. Больше всего пернатых погибло в Гудаутском и Очимчирском районах. Это болезнь. Не сказать, что там катастрофа или что-то, но она можно ее контролировать, только нужно соблюдать мероприятия, которые необходимы. Первое из этого – это вакцинация птиц. Начиная с 2-месячного возраста делаются прививки. И тогда птица будет защищена от этой болезни. И у нас большинство людей не хотят делать. Некоторые говорят, мы не знали. Вот. Но это одна рекомендация. Вторая рекомендация, что выгульное содержание птицы. И очень тяжело болезнь сдерживать, если птица находится на открытом воздухе. Распространение болезни идет очень быстро, и свободный выгул, он подразумевает заражение невакцинированной птицы. Пример приведу просто, чтобы было более понятно, что вот если в птичнике будет находиться больные птицы, будет работать вентилятор, вирус распространяется на 1,5 километра в длину. А если будет ветер, 3-5 километров вот будет идти заражение птиц. Если заболела одна птица, то поражение других неизбежно, и практически во всех случаях пернатые погибают. Однако даже после гибели кур болезнь Ньюкасла опасна и продолжает распространяться. Поэтому существует ряд рекомендаций, чтобы локализовать очаг. И у нас, когда происходит у хозяев, у владельцев гибель птицы, мало кто из них закапывают, сжигают, а бросают за ограду. Тем самым они происходит дальнейшее распространение этой болезни. Вот. И огромная просьба к всему населению, которое содержит птицу, чтобы вот так не делали, надо птицу или минимально это закопать, максимально это сжечь. Тогда не будет такого явного, быстрого распространения по всей территории нашей республики. Еще не зафиксированы случаи распространения болезни Ньюкасла от домашней птицы к людям. Но если не соблюдать обычные правила гигиены, после контакта с зараженной птицей у человека могут возникнуть небольшие проблемы, так как вирус попадает на слизистую и в организм. Глаза не тереть, мыться, помыть руки, продезинфицировать. По словам специалистов, болезнь Ньюкасла была распространена в Абхазии и раньше, но в последнее время пернатых в республике стали разводить в больших количествах, не вакцинируя. Это и стало главной причиной высокой смертности среди домашней птицы в этом году. Единственным выходом из этой ситуации является вакцинация. Я думаю, что большая часть населения знает, что в каждом районе у нас есть ветеринарные службы. Есть ветеринарные станции, специалисты, к которым надо обращаться. И они или сами, или население бывает само проводит вакцинацию, там, вот, покупая препарат и делают вакцинацию, прививки. А так во всех районах есть у нас станции, надо обращаться туда, чтобы разъяснили. Если что-то не самое, они специалисты придут и сделают вакцинацию. Приобрести вакцину для домашней птицы можно в ветеринарных аптеках республики. Гугуца Вардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.